Приехали на какую-то новую старицу. Владимир уже линка поднял со дна. Я ловлю тайменя на мышь. А, ну, отлично. Сам сошел. Я просто как на улице. Уже он успел крикнуть атак. Остальные. Или он стоял на стреме у входа. Остальные все внутри. Одно из двух. И в стреме вспомнила название деликатеса этого. Ну, видела в Норвегии? Селедка-то это кто? Да, в консервной банке, которая. Фюрстрёмин. Вот так называется. Вот интересно. Слава Васильевич, будет матч Вчера Васильевич может съесть все, что не двигается. Страусом проверь. Я Вайдусу закажу. Ты давай всякую тухлятину не заказывай. Закажи нормально форель или что-нибудь там. Сам сказал. Родников все съест. Нет, тогда он будет спать отдельно где-то там, в гостиной. О, я тебя отомщу. Мы с Машей наденем противогазы. А ты будешь есть. А Вайда сам ест эту бяку? Да чё? Говорит, мне раз показали, я, говорит, сказал, идите туда подальше лесом. А это в Норвегии, да? В Исландии. Исландия там, все подряд. Ну, у них местные жители едят, да, это? О, они жрут только это самое, только слюни пускают. Ее прикапывают там по науру. А, это как его, как этот что ли, как? Этим иностранцам подают еще с какими-то соусами, а эти жрут там, блюют. Не блюют никто, жрут как эти самые, еще нахваливают. Ну, тухлая рыба. Вот. Они же землю прикапывают, пока она не протухнет. Хватило, когда у меня всплывали осетры. Когда твои хитры передохли, да? Не, а их уже есть нельзя, они А отравленные. нет, ну куда они всплыть-то есть. Там вот самое главное было выловить, пакет погрузить. Владимирович поймал окуня. А вон идет. Отпустил. Ну, скорее всего, может быть и окунь, да. Может быть. Ну, это сик, это сик. Если дергает как окунь, значит это сик. 100%. А не, у меня зацепились крючки за... Маленький леночек. Давай. Щипчики есть рядом? Ой. Интересно, как прошли переговоры эти? Ну как? По протоколу, я скажу. Каждый сказал свою позицию и все на этом. Все остались при своей. Как всегда. Да. Я так думаю. Потому что этот, ну он чисто языком только чесать. Но. Че, отпустим, наверное? Все, у меня подцепил. Поехали. На берег сейчас кинет. Угу.
тоже на поезде приехать может. И? Ну и все, и поедем в Магдагачи. На рыбалочку. Ты нас снимаешь, да? Там промотируешь и видео делаешь. Да. Про Магдагачи мы тут разговариваем. Угу. Так. Доброе утро, друзья. У нас уже продолжается наша рыбалка, который день уже 7-й день. Он Григорьевич тащит линка, стоит. Да, Ленька. Завтра Владимирович улетает домой, поэтому сегодня у нас сплав до нашей основной базы. Переночевали мы на устье острова. Вот так он. Григорьевич облавливает свои воблера. В данный момент хорошо себя показывает семерочка. Воблер Мария. Назван в честь Марии. Хочет назвать в честь меня. Да, воблер хочет назвать, поэтому. Рыба стоит вся вдоль берега. Странно, да? Вот. Вот он, мальчик. Погода вообще замечательная, ни ветра. Задний крючок. Классика. Молодец. Сам снялся. Покажи воблер, Григорьевич, какой воблер работает. Вот уже он штуки 3 поймал с утра. Кого? Больше. Ты что, это в прошлом... Нет, вы сегодня с утра имею в виду. С утра сегодня 3. Это какой номер? Это 70-ка, 70 миллиметров. Воблер Мария. Мария, посмотри-ка. Да, похоже. А иди ты. Похоже, один в один практически. Да. Маша издевается. Заехали в такую старицу, проточка. Но она уже потихоньку пересыхает, но глубина здесь неимоверная. И причем рыбы есть хорошие экземпляры. Сейчас щука была вот огромная просто, но она не подзасеклась. Сейчас проверим, ушла не ушла. Чуть спиннинг не сломал, да? Оттолкнись, Григорьевич, нос. Воблер. Оттолкнись от куста. Да это я. Нет, это не ты. Это не ты. Щучка. Что там, воблер за голову цепанулся? Григорьевич. Это не она. Не. Та больше была. Все видели, поэтому все ринулись ловить ее. Но, как по мне, так вот здесь вот было что-то еще больше. Там была щука, но она была еще больше этой. Сейчас мы это и узнаем. Раза. Но опять же, если вот так смотреть под водой, смотри. Где она? Эй. Похоже. Григорьевич на палке несет. Можешь оттолкнуться от палки? Щука, блин, хотя бы у нас потащила бы. Я бы ее отблагодарил. Да. Давай, Маша, отталкивайся. От бревна. Вот скользко, аккуратно. Давай. Не могу. Давай. Отталкивайся.
Вот. Ну что, стоит. Значит, все-таки это щуки пылили. Почему ты держишь эту щуку, чтобы та щука взяла? Да. Поймать на живца. Это такой воп. Сейчас отцепим. Ух ты, какие зубы, а! Зубы он мне показывает. Свои. Маленький. Но он запутался в плетенке моей. Как в сетке, видишь, накрутил ее на себя. Кончик чуть спиннинга не сломал. Вот так вот. Какие проблемы? Нет проблем. Нет щуки, нет проблем. Шара. Маша поймала только что. Вот только. Вообще такой ярко-зеленый. За вертушкой. Нет, давай вот это возьми лучше. Вот это лучше возьми. У меня большие крючки. Вертушка зачем тебе? На, возьми вот это. Возьми мой. Мой возьми. Ушел. Ну он прям с глубины и пришел. О, пришел. Ушел и пришел. Обратно пришел. На, возьми. Вот моя блесна почему-то им больше вот нравится. Ну вот эта форма. Вот. На. Да, бери. Нет, зачем? У меня на таймене заряжен. О, чуть-чуть цепанул. Чуть-чуть прям я цепанул. А все, ушел уже. Да и что, это... Вы мне не конкурент, поэтому вы мне не мешались. Дилетанты, что с ним делать? Причем я решил прям вот так ловить. То есть вот он все равно не уходит. Голодный, значит. Ага. И идет за моей блесной, за вот этой огромной. Ну давай, бери. Есть! Все-таки я его поймал. Вражину. Так это не ленок. Это есть. Ну, знаешь, какой хищный ясь, а? Как он долго нас преследовал. И позарился на самую крупную рыбу. Самую крупную блесну. На самую крупную блесну. Да. Вот езина, так езина. Вот такой ясь. Друзья. Очень большой. Крючки вот такие. Иди отсюда. Вот этого крючка. Вообще вот эти болванки мне прислал когда-то Григорьевич. Вот. Очень много вот этих болванок. Вот из них я изготовил вот такую блесну. В прошлом году парень с Израиля ловил тайменей, ленков вот на это. То есть ладонь. Смотрите, размер какой. И блесна сама вот. Слушай, вот на этот крючок взял есть? Да. Владимирович в шоке. Звезда в шоке.
передача. Передача раньше такая была, да? Ну да, с этим С Киркоровым? полупедиком парикмахером Зверевым. Ну. Все, раз, два, три. Ну вот, дорогие друзья, вчера вечером мы приехали на базу. Сегодня, отдохнули, выспались. Сегодня Владимирович улетает домой. Трофейного линка ему так и не удалось поймать. Ну, зато линка было много. Ну, зато порыбачил, да. Все было отлично, погода хорошая, компания великолепная, поэтому все понравилось. Каша. Ну вот, дорогие друзья, Владимирович улетел. На этом мы заканчиваем наш рыболовный сезон в этом году. И он закончится на такой ноте. В общем, как всегда у нас все улетели. Река начинает очищаться, вода начинает падать. И мы собираем нашу базу. Вычистили все, ни одного мусора, ничего. Абсолютно ничего не оставляем. Оставляем только полезные штуки, такие как костровище, стол, полки. Я изготовил таежные. Веревки для сушения, для сушилок. И, конечно же, так скажем, в дар последним рыбакам, кто здесь будет охотником. По осени здесь люди охотятся, оставляю свою фирменную коптилку, чтобы они рыбу коптили. Вот. И сейчас я вам хочу показать, как река почистилась, стало чисто. Рыбы очень много, друзья. Она начинает приходить и радоваться. Сегодня весь день нас рыба провожает своими хлопками, каким-то вот шумом. Кого-то съедают, кто-то, да. И здесь вот Мария говорит, что появились большие хорюза. Прямо с гребнем, со всеми делами. В общем, я решил просто вот покидать мушку. Вот так вот. Я ее опустил. И сейчас мы половим на муху. Иху. Ну давайте. Давайте. Алтайская сплетня, друзья. На сайте клёвая-рыбалка.рф эта штука есть. Это штука, которая никогда не оставит вас голодным. То есть в любой ситуации всегда вы сможете поймать рыбу, прокормиться, еще что-то. Вот такая прикольная штука. Ну вот щука подходила только что к поплавку даже. У меня тут поначалу, первый день, когда я начал тут ловить ельцов, щука просто утащила мою поплавок мой, откликнув. И сейчас рыб-то есть, ее рыбы-то полно, но где хариус, которого, дескать, видели мои? Где он? Вот тут. Тут был? Отпусти. Ага. Тут прямо на границе. Был. Хариус. Снизу они. Сверху были ельчики, а снизу побольше. Да? С этими, с гребешками, да? Ну, гребешки я не видела, но дед говорит, это хариус был. Дед может сказать абсолютно что угодно. Это такой дед, который говорит, Что угодно. хочет. Да, все что угодно может сказать. Поэтому... Я тут
скинула остатки еды, Хлеба, да? консервы. И они И приплыли. они прям тут прям активизировались, да? Ага. Так вот они и не берут теперь. Им консервы подавай. Да. А вон они плавают, вон они, вон они, вон они. Но это ельцы. Это ельцы, они берут с поверхности. Угу. То есть ты закормила тут рыбу. Вообще перекормила. Они просто наглые. Сейчас поймаем хотя бы одного Угу. для приличия. Чтобы люди поверили, что у нас тут реально есть рыба. Что мы Ну мы же глазами не видим. придумываем. Нет, ну мы-то видим, но они-то не видят. О, рыбка игранула. Ну, все булькает. Сейчас будет поклевка. Они смотрят на мушки, и мушки им не интересны как бы. Видишь, там на дне белые вот эти. Это остатки хлеба Так вот я и говорю, вот, о, заплесневелого. вон они, вон они, вон они, вон они, вон они, они играют. Они играют, но они почему-то не берут. Сейчас возьмет. Щуку утащила. Щука схватила прям балду и это. То есть она подумала, что это мышка. Вот она. Вон он стоит, да. Ну, я ее тоже вижу. Видишь? Да. Ну все, давай на этой минуте закончим. Ладно. Концовочку. О, а мы их стопили. А это следующим людям остается. Всегда так. Главное оставить после себя что-то хорошее, положительное. Вот я оставил подарок. Люблю делать подарки. Люблю получать, люблю делать подарки. Вот такую мышь. Мышь рабочая полностью, крючки все целые. Вот такие воблера. Стоимостью каждой по 2-3 тысячи рублей. Вон там он еще блесны всякие оставил. Джерки. Вот царь рыба с вертушечками, такая интересная блесна. Вот. Ну а это вот это ихнее было, то что было. Я поставил как музей. Доску, чтобы рыбу разделывали внизу. Вот фанеру оставил. Белье пусть свое слушает, а то ничего не было. Здесь у меня умывальник стоял, ну, баночки, чтобы они хоть что-то туда положили. Мы пришли, здесь ничего не было, только жерди. И мусор. Собрали весь мусор. Все сожгли, все убрали. За собой ничего не оставили. Ни единой бумажки, ничего. Григорьевич, вон еще чурка. Тоже. Где? Стопку, вон. Где душ был. Поэтому, друзья, любите вашу природу, заботьтесь, не мусорите, все за собой подчищайте, за другими убирайте, если есть недобросовестные. И будет у нас природа наша, нас любить и баловать рыбкой. Даже оставил вот бензинчик, чтобы костер быстро зажгли. Это бензин. Ну это так. У нас так принято. Иногда некоторые люди оставляют добросовестные. Чуть-чуть. Ну, какая будет? Ну вот, концовка? друзья, на этой минуте мы закончим, потому что я не хочу рисковать с плетней. Здесь уже зубы щуки. Вот. Всех, друзья, всем хорошего настроения, друзья. Всем желаю отличных уловов, трофеев в этом сезоне, ну, уходящем. И если у вас есть желание побывать у нас в Якутии, порадоваться, порыбачить, отдохнуть, на следующий год мы делаем просто сумасшедшие туры. Присоединяйтесь, будем рады вас встретить и с вами порыбачить. Всем пока.